Sahaniye kafanı uzaktıra bu saatte yanıttan doğran bilin. 3 saatten üyetten giderler. 3 saatten üyet öğütler. Günü dörüğe günü dörüğe Касается вот пигмента, это она не темная мочка носа, она тоже телесного цвета. Но это вот такая собака, она кажется палевой, на самом деле это рецессивный рыжий окрас. Вот, и ну, не нужно, чтобы он превалировал в породе, потому что рецессивный окрас это всегда плохо. Это не совсем здоровый окрас, потому что я говорю, где ухудшенная пигментация, там всегда ослабленный иммунитет. Ну вот так. Спасибо. Следующая собака. Да, выглядит получше, она в более такой презентабельной форме, но тоже не лишена недостатков. У нее очень напружена поясница. Она тоже ходит, у нее она вот прям, я не знаю, если бы это была молодая собака, я мог бы предположить там гипертонус. Потому что когда собаки формируются, у них еще там гормональная система пляшет, чего-то избыток, чего-то недостаток, они могут там горбить спину, потом со временем, когда уже гормональная система установилась, все выравнивается и это проходит. Но вот эта собака, она взрослая, поэтому это уже дефект. Вот оно и видно здесь, что она такая вот. И сейчас видно. И задние конечности у нее излишне подставлены под корпус. Они не оттянуты назад, они вот именно стоят под корпусом. Если мы отпустим сюда перпендикуляр, он вообще не по передней стороне плюсный пройдет, он пройдет сзади скакательных суставов. Что, естественно, является дефектом. Поверните собаку. Хотелось бы менее развитые губы, вот, потому что они также нависают над нижней челюстью. Ну и видеть пигмент. Добавок ко всему, вот видите, вот это розовую кожу, вот это. Вот. Это вот здесь пигмент вообще отсутствует. И это она называется, там спецтермин такой есть, трюфельная кожа. Вот. Это тоже не есть хорошо. Если будет высокая солнечная активность, вот эта часть может вообще обгореть. И это доставляет собаке там. Это вот очень хорошо заметно у ездовых собак, которые преодолевают там большие просторы и вот, ну, открытые пространства, солнца много. И у них вот это, что мочки носа, которые депигментированы, вот эти трюфельные все это места, они обгорают просто, и это солнечный ожог случается. Это очень плохо. Поэтому надо на это тоже обращать внимание. Вот при этом также, смотрите, собака светлая, но у нее никаких истечений из глаз нет. Не вот эти слезные дорожки, они отсутствуют. Все, спасибо. Следующая собака. Ну, собака, видно, не так давно там от щенков отошла. Естественно, тут рода, наверное, никого так не красят. Тем более она еще до конца не оделась. Тут ничего сказать нельзя, что вот она там прямо в такой шикарной форме. Но я думаю, она только-только перебирается. Да, тело она чуть-чуть набрала, там грядку подтянула. Что можно сказать? Пока вот по корпусу. Но анатомически она сложена неплохо. То есть вот у нее достаточная длина, корректный рост. И она на достаточно правильных ногах. Но вот что касается головы, есть вопросы. Излишне выраженный переход и излишне развешенные уши. Это вот называется то, что уши поперек дороги. Они вообще у нее, они должны быть чуть-чуть рогаточкой. Ну то есть немного развешены, но не вот так. Вот. Поэтому у нее они излишне развешены. Поэтому вот здесь она и оказалась. По движениям там тоже что-то было не то, да? А, она прихрамывала. Вот тоже не очень эффектно смотрелась. По-моему, на левую переднюю ногу она прихрамывала. Или у нее там забилось что-то, я не знаю. Может, ледышка, еще что-то. Но двигалась тоже не лучшим образом. Спасибо. Следующая собака. Вот она одета хорошо, двигалась прекрасно. Вот она корректного роста, у нее достаточный костяк, у нее все неплохо. Но, во-первых, у нее краб по корпусу, да, то, что не очень хорошо. И вот обратите внимание, у нее подопрелые веки. Видите, вот это вот то, что я говорил. На носу вот это есть трюфельная кожа, а это называется подопрелость век. Это вот дефекты те же самые, они также могут обгореть на солнце.
и также это будет слазить шкура, это доставляет собаке беспокойство. Поэтому пигмент, он должен быть. И вот это указывает на биологическую неполноценность. То есть вот от этого надо избавляться. А так в целом у нее довольно породная голова. Все, убрать краб, добавить хороший пигмент, и в целом будет очень неплохая собака. Спасибо. Следующая собака. Ну что хочу сказать. Вот, вроде вот все есть, да, и подшерсток там, и остевой волос, и покровный виден, но он весь одинаково коротковат. Вот трехъярусная структура видна, но он одинаково недоразвит. Потому что вот назвать ее богато одетой собакой невозможно. Вы видели вот богато одетых собак, как они выглядят. Это да, трехъярусная структура присутствует, но длина всей псовиды, она уступает норме. Поэтому она вот так вот выглядит. Поэтому в связи с этим кажется несколько облегченной, и голова несколько крупноватая, от чего страдает общее впечатление, и кажется собака чуть-чуть непропорциональна. Да, довольно неплохой экземпляр, также показывала неплохие движения, насколько я помню. Вот. Ну, хорошо социализирована, пожалуйста, она контактирует. Сегодня, правда, меня уже одна собака укусила, это даже не пыталась. Спасибо. Следующая собака. Ну, я думаю, что эта собака недавно с промыслом. Она еще просто, ну, да, дома не наела ничего. Поэтому, да, но в целом, вот если мы смотрим, да, она излишне, может, миниатюрно, хотелось бы ее покрупнее. Вот, при этом у нее достаточно породная голова, да, вот она чистая такая, без ничего, вот все у нее, и щипец, и линия рта сухая, все у нее, глазки темненькие, она очень приятная собака сама по себе. Я думаю, если ее там откормить как следует, привести в норму, чтобы она отдохнула от промысла, от соболей этих бесчисленных, и она будет выглядеть совсем по-другому. Мне очень понравилось, как она двигается. Она вот прямо у нее движения такие легкие, вот, все продуктивное, она в свет попадает. Ну, видно, что собака действительно в тонусе, и она на своих ногах. Поэтому спасибо. Всего доброго. Следующая собака. Очень неплохой экземпляр. Очень породная голова, посмотрите, вот темный окрас и какие глаза. Вот если вот есть темные собаки, а глаза желтоватые, они контрастируют. Вот это очень красивое сочетание. Вот такие темные глаза и вот такой окрас. При этом хотелось бы видеть чуть меньше ушей. Вот, и не видеть этот краб, чуть покрепче спину, и чтобы это все-таки собака ходила с поднятым хвостом, а не с поджатым, потому что она из-за этого очень сильно проигрывает. Так в целом очень неплохой экземпляр. Спасибо. Вот эта собака, она по голове уступает тоже, но она оказалась здесь только то, что вот она темперамент продемонстрировала. Посмотрите, вот она и сейчас стоит, вот, она все равно, она лайка. Вот такая собака излишне флегматичная. Вот это у нее все есть, и темперамент, то, что ценится в этих собаках. При этом она анатомически правильно сложена. Опять же, хочу отметить хорошие рисунные функции передних конечностей, задних конечностей. Крепость линии верха. У нее все равно достаточно хорошая породная голова. У нее породный, не туго закрученный хвост, который она может также свободно распускать. И эта собака демонстрирует хорошие движения. Да, по псовине есть вопросы. Опять же, мы видим подшерсток, видим остевой волос, покровного волоса я пока здесь особо не наблюдаю. Но в целом очень неплохо. Все, спасибо. Ну и вот. Первая собака в ринге. Здесь мне понравилось все, за исключением пигмента. При этом, посмотрите, собака светлая, у нее какой цвет глаз. Это сразу производит другой эффект, абсолютно. Когда вот темные глаза, то есть это смотрится, что на темной собаке, что на светлой, очень эффектно смотрится. Добавок ко всему. Я объясню, чем это хорошо. Вообще изначально, так как собаки произошли от волка, радужная оболочка у волка, вы видели, она желтая, потому что это сумеречный зверь. И он ходит в сумерках, у него нет, как говорится, необходимости иметь вот этот световой фильтр. Когда собаку стали одомашнивать, появилась мутация в виде темного глаза. Вот. И она усилилась и была поддержана ввиду того, что собака
перестала быть сумеречным зверем и стала дневным. Вот, и она живет в симбиозе с человеком. И человек, естественно, это стал поддерживать. Вот и все. Ну, кстати, вы северные народы, у вас у всех глаза темные. Это что же не просто так? Потому что много солнца. Вот, и надо А что такое? Вот радужная оболочка темная, это световой фильтр. Она не дает выжигать ноль, ну то есть сетчатку глаза. Вот поэтому вот так у собак. Все то же самое. Вот нам, допустим, светло, мы надеваем, да, солнечные, это солнцезащитные очки. Вот то же самое это и у собаки. Вот то, что есть вот эти вот собаки, хаски, да, все приходят в восторг от голубых глаз. А это биологически неполноценный животные. Это просто один из слоев, не покрашен. И все. И это собаки испытывают дискомфорт. И если мы говорим о служебной, ну, собаке, кое является даже хаски, то лучше там иметь глаза темные, чем голубые. Вот такие дела. Ну ясно. Ладно. Все, спасибо. Очень хороший экземпляр, мне понравился. Есть вопросы, задавай. Так, перед нами, значит, кобели старшей возрастной группы. Первая часть, будет и вторая. Значит, что хочу сказать, почему вот эта собака оказалась в самом конце. Ну, во-первых, эта голова уже не лайк. Обратите внимание на губы. Вообще полностью скрывает нижнюю челюсть. Линия рта абсолютно сырая. Видим вот эти вот слезные дорожки. Глаза уже это тоже не лающий взгляд. Абсолютно. Это вот как раз с избыточным ростом все связано. Вот есть любители, которые вот эта грубость и излишняя высота холки, вот она порождает вот такие вещи. Обратите внимание, у него даже просто вот эта масса, она ему не позволяет поставить лапы как надо. Они у него распускаются, потому что это все избыточное. У лайки этого быть не должно. Лайка — это комок мышц. Это сгусток энергии. Понимаете? Эта собака, она флегматичная. Что в ней выдает, допустим, те же уши постоянно поставят. Вот понимаете, ну, нету вот этой оперативности, живости. Она не реагирует вот так на то, как должна реагировать лайка. Он уже больше, скажем так, похож на служебную собаку, чем на охотничью. Хотя хозяин, конечно, он его прекрасно вырастил, у него прекрасный костяк, у него очень хороший с ним контакт. Это все видно. Но, к сожалению, вот эту собаку назвать лайкой я уже затрудняюсь. Ну, понятно, что абориген, ну разные, наверное, есть. Ну и то, что вот я говорил про слезные дорожки, здесь мы это уже все видим. Вот это вот опять же. Видите, истечение, это вот бывает и от избыточной сырости собаки сложения. Это тоже бывает. Спасибо большое. Следующая собака. Вот эта собака, она сложена получше, да? Но при этом у нее очень серьезные проблемы с головой. Вот те же слезные дорожки, опять мы видим, вот это строение головы, это уже собака умеренный брахицефал. Ну, то есть, чтобы вам было понятно, о чем я говорю, вот есть борзые, да, у которых длинные головы. Это собаки долихоцефалы. Есть собаки среднеголовые, к которым относятся лайки, они называются мезоцефалы. И есть с укороченной мордой, которые вот бульдоги, боксеры, видели, да, таких собак? Вот они называются брахицефалами. Вот эта собака, у нее избыточно короткая лицевая часть и массивная мозговая часть. Понимаете? Скорее всего, вот здесь вот я уже хоть и не Нострадамус, но могу вам сказать.
Вот здесь, скорее всего, у него уже вот эти слезные дорожки, там есть слезные канальцы, и образуются на них складки. Вот. Либо это избыточное напряжение, потому что вот череп растет, а вот эти вот сами слезные канальцы, они остаются одной длины. И вот то, что этот переход сгинается, он создает напряжение. И постоянно подтекают слезы. И вот это вот то, что я вам говорю, вот это коричневые все полоски, это вот следы жизнедеятельности вот этих бактерий, которые там заводятся. Это, конечно же, не говорит в пользу отменного здоровья этой собаки. Поэтому я обращаю на это внимание. Вот эти вот части, вот длина лицевой и мозговой части, это очень важный признак, на который следует обращать внимание. А это Спасибо. А это вот потом, короче, Потом. крутой это не влияет, что ли? Так, следующий кабель. Рослый, да, ухо травмировано, скорее всего, как понимаю. Да, потому что оно и висит как неживое. Вот тоже хочу сказать, Савина исключительно. Вот все у него там видно, все у него нет, хорошо, да? Но при этом он излишне крупный. Вот он, ну не будет он таким ловким, не будет он таким ловким, не будет он таким скоростным. Потому что это вот не лезьте вы вверх, потому что вот качество движения уже страдает из-за этого. Вот я смотрю на него, у него также уже болтаются скакательные суставы, нету жесткости вот этой. Потому что эта собака, она уже избыточно большая для лайки. Спасибо. Ну и по пигменту я уже остановился. Следующая собака. Вот почему она оказалась впереди? Да потому что она двигается лучше, чем те собаки. Потому что лайка без движения, это вообще не лайка. Понимаете? Да. Хотя назвать его якутская охотничья лайка, у меня язык, он больше похож на русско-европейскую и размером, и всем остальным. Поэтому, да, но то, что он бегает, двигается, тут не отнять. Понимаете? Вот поэтому он оказался, да, это не яркий представитель, но при этом эта собака более функционального экстерьера, чем те. Поэтому вот спасибо. Следующая собака. Вот мы смотрим, собака, кажется, как ее называют, трехцветным. На самом деле это собака чепрачного окраса, просто в крайней степени пятнистости. Вот то, что мы воспринимаем вот это белым, это на самом деле не белое, это просто непрокрашенная шкура. Эта собака в идеале. Вот и по шапочке, и по вот этому рыжему подпалу. Это говорит о том, что она чепрачная. Ну просто вот несовершенство окраски шкуры ее делает вот такой пятнистой. И мы такой окрас называем якобы трехцветный. Но на самом деле вот это не белый цвет. Это отсутствие какого-то бы не было цвета. Понимаете? Вот. Ну и вот такой ярко-рыжий подпал для северных собак, он не очень характерен. Понимаете? Вот у нас, допустим, если взять тех же восточников, мы смотрим, у них подпал, он не должен быть такой вот ярко-рыжий, как у немецких овчарок, там, у шотландских сетеров. Это не от нас. Ну, я имею в виду не от лая. Понимаете? Потому что если подпал есть, то он должен быть погашенный, не яркий, а еще лучше белесый. Вот. Здесь, конечно, мы видим уже яркий такой подпал. Я предполагаю, что где-то там что-то где-то было подмешано. Нет, это уже пятнистый окрас. Это вообще называется чепрачно-пятнистый, если правильно говорить. Это пятнистый, потому что вот это когда белое по основному фону, то это пеги. А вот когда вот такие вот, больше якобы белого и пятна, это уже пятнистый. Так, спасибо. Следующая собака. Да, все правильно сказали. Вот эта собака, она в типе западно-сибирских лаев. Поэтому, конечно, она диссонирует с другими собаками. Вот, ей не достает именно вот этой вот могучести, которая, ну, избыточная могучесть. Я не имею в виду могучесть такую запредельную, которую мы видели. Но то, что вот есть покрепче, более того. Нет, это не сучьих ладах собака, она просто не имеет желательного породного типа. Вот и все. Ну, я не могу сказать, что она такое. Она просто не в этом типе собак. Вот и все. Если вы ее поставите в ринг западно-сибирских лаев, да, по одежде можно придраться. Рост у нее будет избыточный, но при этом костяк у нее для той породы вполне себе.
Так что вот, ну, так как не выражены породные признаки якутской охотничьей собаки, поэтому эта собака прошла здесь. Но здесь она все равно, она двигалась. Вот она тут оказалась впереди тех собак, потому что качеством движения она их превзошла. А лайка, повторюсь, без движения это не лайка, если она не может двигаться. Ну, спасибо. Следующий кабель. Да, это была когда-то лайка. Но, нет, секунду, тут мы все стареем, и никого старость не красит. Это уже, как раньше говорили, осенистый кабель. То есть он уже много осеней охотился, и вот понятно, что он уже все, это ветеран. Но при этом у него породная голова. Да, он избыточно загружен, у него все это есть. Почему он здесь оказался? Да потому что в нем лайки больше, чем в тех собаках. Понимаете, у него сохранился этот тип. Вот здесь он и оказался. Конечно, оценивать его сейчас на это, как говорится, на закате его жизни, ну какой смысл? Никого старость не красит. И смех тут неуместен. Я бы вот просто поаплодировал, что хотя бы в такие годы он продолжает двигаться. Поэтому большое вам спасибо. И вот здесь оказался этот пес. Вон, посмотрите, какие глаза у него темные, у него взгляд там. У него, кстати, нет никакой глаукомы, еще ничего. У него очень ясные глаза. Да, он загружен по возрасту, но это лайка. Это лайка. Спасибо. Не, я ж пока не буду. Так, здесь что хочу сказать. Вот опять же, я нахожу, вот это вот, я не люблю, когда губы закрывают нижнюю челюсть. У лайки, у любой лайки, губы не должны закрывать, вот при закрытой пасти нижнюю челюсть мы должны видеть. Нет, брыли это вот здесь, а это нависшие губы. Это вот избыточная сырость. Она вот, ну это уже как это больше похоже на морду лабрадора, скажем так. Вот у них, да, губы развиты. А у лайки, даже если пасть закрыта, то нижняя челюсть должна быть видна. И никакой сырости в губах быть не должно. У этого сырости нет, но губы, они нависают. И это ее сильно простит. Щипец короткий, да? Ну, щипец, я не скажу, что он может быть излишне толстоват такой, но это за счет развитости губ может показаться. Плюс ко всему, ну и псовина, посмотрите, вот она, это не лаечья псовина. Потому что она не поднята под шорстком, ничего. Да, она густая, там есть подшерсток, есть костевой волос, но сама фактура ее, она не лаечья. Вы видели, как лайки вот одеты, я обращал внимание. У этой собаки она такого прилегающего типа. Я думаю, она не мерзнет, конечно, но при этом, как породная, я ее назвать тоже не могу. Спасибо. Следующий кабель. Ну, вот опять, да? Вот по мне он был бы лучше, если бы он был меньше. Потому что вот опять движение, я видел эту собаку, мне эти движения не нравятся. Потому что вот лайка, она отличается оперативностью движения. Это огонь. Вот она побежала, она остановилась. У нее баланс. Вот эти собаки, они излишне крупные. Им надо тормозить. Вот он бежит, земля дрожит, упадет, 3 дня лежит. Поэтому ну, должна она полегче быть. Вот он ударится вам в ноги, он вам сделает ноги коленками назад. Потому что ну куда такая масса? А сколько есть он должен? Это же надо все вот это покормить еще. Поэтому, конечно, кабель здоровенный, требует повышенного внимания. Я не знаю, ну, он наверняка больше хозяина ест. И объедает. Ладно, спасибо. Да. Вот собака опять же. Вот псовина примерно такая же, как вы в предыдущем случае видели, да? Это не совсем породная псовина. Поэтому вот так одета собака, будь она попышнее одета, вполне допускаю, что голова смотрелась бы не такой огромной. Вот она непропорциональна для этой собаки. Она кажется больше. И поэтому вот уходит лающее представление вот об этой собаке. Именно вот экстерьер лайки уходит с такой большой головой. Хотя вот у него костяк. Обратите внимание еще на один момент. Вы видите, у него на запястье проплешины такие. Это говорит о слабости камуса. Понимаете? Вот чем отличаются ваши собаки. У них очень крепкая лапа, и
вот эти вот места практически не стираются. А это говорит о том, что этого уже, значит, вот здесь вот крепости вот этого камуса, его не хватает. То есть эта собака уже не может быть выносливой. Она обезножит очень быстро. Спасибо. В целом, был бы неплохой кобель, если бы не краб. Да, очень не портит впечатление. Голова неплохая, и рост корректный, все, да, видно, собака после промысла еще там тело не накусала, но при этом он и неплохо двигался, и все. Единственное, что его простит, да, это вот этот краб. Потому что, ну, выглядит это простовато. А так, в целом, очень неплохой кобель, поэтому, что сказать. Он, видите, он у него и по корпусу такой, там все. Он окрашен почти как английский сеттер, скажем так. Спасибо. Следующий кобель. Вот очень, в целом, неплохой кобель, но он скукоженный. Вот он ходит, у него хвост опущенный, вот это напружено. И такое ощущение, как будто вот его там сзади подпинывают, и он постоянно, вот он все куда-то подвигается. У него вот нету просторности движений сзади. А в целом, да, у него неплохая голова, ну вот здесь вот немного трюфельная кожа это. И вот у него недостаток этого темперамента, он какой-то вот не совсем живой. Хотелось бы видеть, что все-таки он был, ну, поэнергичнее. Возраст какой у собаки? Возраст какой? 9 лет? Ну, вообще-то, да, почтенный возраст. Но все равно что-то он сдулся раненько. Надо бы, конечно, быть уже и повыносливее. Еще достаточно молодой. Тут были постарше лошади. Так что вот. Ну, ясно. Ладно, все, спасибо. Следующий кобель. Ну, тоже, вот смотрим. Ну, рост под 70, да, там за 60 далеко. Вот. Но тут еще вроде вот это запаса оперативности хватает. Да, двигался он там более-менее. Но опять же, вот этот краб, это очень сильно простит экстерьер собаки. Потому что вот краб — это чуждое явление для лайки изначально. У северных собак изначально краба не было. Это только уже привезли потом, когда осваивали эти территории, возили разных собак. Вот. И вот это там где-то прикурили эти собаки. От этого. При этом у него, посмотрите, вот у этой собаки шерстный покров породный. Если мы просто убираем окрас, он одет правильно, он по-лаячьи одет. Вот это псовина лайка. Вот если я вам показывал до этого, что там была псовина прилегающего типа, вот у этой собаки псовина именно носит характер лаячей псовины. Спасибо. Да. Следующая собака. Да, в среднем она, конечно, не совсем западник, но западник тут где-то тоже был. Понимаете? Поэтому, естественно, эта собака, она выделяется на фоне других. Вот. И поэтому я считаю, что именно породных признаков якутской охотничьей лайки у этой собаки недостаточно. Поэтому вот он и прошел вот на этом месте. А так, да, ну, собака, что хотелось бы, конечно, если это кобель, чтобы он и одет был получше, но при этом у него достаточно костяка, у него очень неплохие движения. Но вот хотелось бы еще и больше, это лучшей социализации, потому что он где-то там и немножко не шарахается. А так вот есть желание контактировать. Ладно, все, спасибо. Следующий кобель. Тоже не лишен влияния западносибирской лайки по голове, потому что это больше напоминает западносибирскую лайку, я могу сказать. При этом обратите внимание, у него очень хороший шерстный покров. Ну и кобель возросла, и это уже видно, что он возросла. Поэтому у него, конечно, вот там и темперамент уже подсел, и все, и в ринге ему уже с более молодыми собаками конкурировать гораздо тяжелее, это видно. У него вот эта вот одышка старческая, хотя вот он стоит уже сколько, и температура это не плюс. А мы видим, что у него уже с терморегуляцией не все хорошо. Так что вот такие вещи. Все, спасибо. Тоже ветеран, наверняка ветеран. Но при этом, смотрите, одышки у него нет. Он стоит с закрытой пастью. Вот это, кстати, еще из одних признаков, почему он впереди того. Потому что на сегодняшний день, несмотря на
зрелые годы, он сохранил эту выносливость. Хочу обратить внимание, посмотрите, как у него пушеный лапы. Вот щетка, что называется. Все у него это есть. Какой костяк у него, да? У него, и, конечно, его простит вот этот вот крах. То, что вот, пусть он редкий, но он все равно есть и по лапам, и по корпусу. Также он одет породно, по лайче, у него очень неплохая голова. Вот эта голова, не западно-сибирской лайки, это вот в типе ваших собак. То, что нужно отмечать. Поэтому вот он и прошел выше, и дошел до конца и без отдышки. С чем мы поздравляем хозяина. Спасибо. Это уже более молодые, более задорные собаки, поэтому они оказались здесь впереди. Вот, что хочется сказать. Здесь бы покороче уши, получше шерстный покров, потому что здесь мы не видим, вот опять, я здесь не вижу покровного волоса, я вижу тут подшерсток, вижу остевой волос, покровного волоса я не вижу. Не видит он, это хорошо выраженного седла, а не ремня. Он есть немножко, но он недостаточно. Хотелось бы просто, чтобы совина была побогаче. Ну давайте я уж не буду останавливаться, у нас там много народу. То есть вот я буду говорить об основных достоинствах и недостатках. Хорошо? Не отвлекаясь на другое. Спасибо. Следующая собака. Корректного роста, с правильной достаточной анатомией, с хорошей головой, не достает шерстного покрова опять. Хотелось бы, чтобы это все-таки кобель, ну даже ошейник толком не закрывает. То есть что должна быть, у него этого нет. Спасибо. Глаза темные. Да, хотелось бы, чтобы был одет получше. Вот следующий кобель. Все бы неплохо, да, чуть-чуть добавить одежду, чтобы была муфта и избавиться бы от крапа. Поэтому спасибо. Следующий кобель. Вот тоже и одет хорошо, чуть не достает формата. Вот. Голова, голову портит уши, излишне велики. Хотелось бы, чтобы они были поменьше, более правильной формы. Излишне открыты глаза, изближены. Хотелось бы, чтобы они были раскосые. Вот, здесь этого нет. Ну, и в целом, вот, если это у него под его рост очень неплохой костяк, он достаточный, его нельзя назвать ни беднокосным, никаким. Я бы ему добавил чуть-чуть формата, ну и немного роста. Вот здесь как раз этого не хватает. Да, и он неплохо двигается. Я должен отметить, что мы его смотрели, двигается он очень неплохо. Поэтому он здесь и оказался. Спасибо. Следующая собака. Этот кобель повыше ростом, вот, чуть-чуть получше одет, уже и голова совсем, это другая, она более породная. Вот обратите внимание, у него все равно губы, они излишне нависают на нижней челюсти. Вот мы ее должны видеть, вот прямо вот смотрим, пасть закрыта, а мы губу, в этом смысле нижнюю челюсть из-под губы должны видеть. Как только губа отвисает, это уже плохо. Вот здесь вот мы это можем отметить. При этом у него, несмотря на окрас, достаточно темные глаза. Вот. Ну и хотелось бы ему смелости побольше. То есть он ведет себя сиротливо очень в ринге. Спасибо. Следующая собака. Очень неплохой экземпляр, но должен сказать, у него проблемы с пигментом. Посмотрите, у него подопрелые веки. Вот, что очень плохо. Я уже говорил, почему это плохо. Они могут обгорать, это солнечные ожоги и прочее. А так, собака очень породная. У него породная голова, у него хороший корпус, он на правильных ногах, физически развит здорово. Вот у него все видно. Обратите внимание, вот он хороший кобель. Да, пигмента ему не хватает. Но на вязку пойдет? Ну, если вы ему подберете суку темную, с хорошим пигментом, почему нет? Я вам указываю на недостатки, я никому ничего не запрещаю. Но я вам говорю, вы должны четко взвешивать. Вы не должны подбирать пару толсов, которые обладают теми же недостатками. А потом выбраковывать. Да. Много работы, да. Все, спасибо. Следующая собака. Да, прекрасно одет, вот он лучше одет даже, чем тот. Посмотрите, у него какая псовина. Вот это лаечек псовина. Все, тут есть муфта, есть и покровные волосы, и остевой, и подшерсток. Да, вот он почему-то ставит вот так ногу постоянно. Есть у него, да? Да, вот, я почему и говорю. Он и бегает, у него там есть отскакательный сустав, причем с одной стороны только подворачивает. Но при этом, да,
голова чуть-чуть сыровата. Хотелось бы меньше уши, более сухую линию рта, при этом очень неплохие глаза. Да, ну вот мочка носа оставляет желать лучшего, пигмент бы добавить. А так в целом, ну, неплохой кобель. Спасибо. Следующая собака. Так, это уже другой у нас заходит. Вот у нас кто прошел первый. Все бы ничего, но излишне раскормленный. В ринге, конечно, когда ходит он так собирается, вроде не особо что-то распускает, и смотрится более эффектно, чем все остальные. Но при этом отмечаем, что вот это тело избыточное для лайки. В таком виде она не должна выставляться, она должна быть суше. А так, в целом, очень неплохой экземпляр. Ну, не лишен сырости, конечно, чуть уши великоваты там. Хотелось бы тоже, чтобы они не были поперек дороги. Чуть-чуть надо было их приподнять. Поэтому это добавляет флегматичности образу лайки. Поэтому, а так, в принципе, неплохой экземпляр, да, одет вообще шикарно. Тут в Апсолине я ничего плохого не скажу. Ну да, излишне загружен, это есть. Спасибо. Вот часто такие собаки, допустим, бывают более тугоухие, у них там слух хуже и зрение хуже, потому что пигмент, вот сам меланин, он является основой таким вещам. Вот когда происходят обновления нервных окончаний, там участвует меланин. Меланин содержит металл. И это вот как раз проводит вот эти импульсы, как провод, одним словом, как электрический ток. Если вот, допустим, здесь нет пигмента, есть еще такая вещь, как в среднем мозгу, называется черная субстанция. Она пропитана меланином. Если этот меланин не попал сюда, может быть, он и не попал туда. Понимаете? И вот есть у людей болезнь Паркинсона. Это когда начинается дефицит с меланином, и вот это, он туда уже не поступает. И у людей вот начинается болезнь Паркинсона, видели? Ну, у собак это тоже может быть. Но если у людей это с возрастом, допустим, начинает, то мы уже изначально разводим собак биологически неполноценных. Это плохо. И обращать внимание надо, чтобы голова желательно, чтобы была темная. Если вот так несимметрично окрашена, это неправильно. То есть это не есть хорошо. А в целом, да, ну, пожелаем здоровья собаке и удачи на охоте и владельцу. Все, спасибо, извините, тут еще есть собака. Вот, избыточное тело, немножко собака раскормленная, хотела бы видеть ее более поджарой. Поднимите, пожалуйста. На неплохих ногах. Чуть-чуть бы добавил костяка на фоне, все-таки вот собака достаточно рослая, но в сравнении с теми собаками, костяком она им все-таки уступает. При этом у него очень породная голова, хочу отметить. Поэтому очень хорошие уши. Ну и в целом тоже достаточно породный экземпляр. Спасибо. Следующую собаку. Это вот травмировалась собака, да, у нас? Тихо, опять, да. Поэтому, ну что сказать, вот я вам говорил про черно окрашенную голову. Вот смотрите, вот это лучше, когда вот так, потому что я напомню, что голова это вместилище 5 из 6 органов чувств. И вот она должна находиться в пигментированной части. Поэтому, если здесь еще это можно что-то простить, то голова должна быть желательно темной. И не так несимметрично окрашена, как в предыдущем случае. Да, этой собаке чуть не достает совиную голову. Вот именно она должна быть попышнее. Опять же, видите, да? Как там были собаки одетые, как здесь. Эта собака заметно ему уступает. Но все равно это породный экземпляр, да. Он не так мужественно выглядит, как предыдущий, но все равно половой тип у него выражен. Это капец. И судя по голове, у меня никаких сомнений в этом смысле нет. Спасибо. Следующая собака. Всем неплохая, и окрасом, и костяком. Чуть-чуть бы, может, добавил там шерсти все-таки, и то не везде. Муфта у него, по-моему, есть, а вот, да и по спине у него хватает. Не дает по-другому. Так вот, что касается его, у него обрез морды, он должен быть чуть-чуть потупее. Он у него островатый. Это не совсем характерно для ваших собак. Это у него видно.
Плюс ко всему, чуть долгоухонький, хотелось бы уши тоже иметь поменьше. А так в целом очень неплохой кобель. Но вот это злобок человеку, это тоже не приветствуется у Вани. Ну, я не знаю, кому что, но вот видите, да, у него морда, она не прямой агрессивная, а такой заостренный. Это не есть хорошо. При этом посмотрите, какие темные у него глаза. Окрас темный, глаза темные. Очень красиво смотрится. Спасибо. Возьму на себя смелость, я в деталях не рассматривал, но вот этот кобель на меня больше всего произвел впечатление из всех, могу сказать. Вот он и темперамент, и все остальное, как он одет, вот шикарно выглядит. И уши, все у него здорово, и голова. Вот я практически ни к чему не придерусь, за исключением того, что хотел бы видеть более насыщенный пигмент мочки носа. Вот. А так в целом очень яркий, наверное, самый яркий из всех кобелей, какие были здесь представлены. Посмотрите, как он одет, посмотрите, какой у него корпус, на каких ногах он стоит. Он все шикарно у него развито, он очень пропорциональный, и он не крупный, и двигается он неплохо, я вам скажу. Даже вот то, что мне удалось посмотреть шагом, он на своих ногах и очень хорошо двигается. А? Все, спасибо. Давайте, освобождайтесь. Еще собак много, уходите. Подходим сюда. Следующий кобель, тоже достаточно рослый, физически развитый, да, не с большим лишком, но он не кусается. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы паха чуть-чуть были вдавлены, немножко. Они не должны быть прям туда, вот, чтобы кулак лазил, но чуть-чуть должны угадываться. Вот такая форма должна быть. При этом, обратите внимание, ширина бедра, костяк, все очень гармонично у этой собаки. Единственное, могу сказать, что крупноватые глаза, хотелось бы их чуть-чуть поменьше. Вот, видите, и меньшего размера уши. Ну и пигмент, конечно. Об этом я уже говорил. Спасибо. Следующая собака. Рослый кобель. Вот этот окрас называется черно-пятнистый с подвалом. Вот обратите внимание, вот у него вот эти брови, то, что говорят четырехглазые собаки, вот, они белесые. А вот у других, допустим, это пород, которые там черноподпалые, это черноподпалые окрас. Но они у него белесые, погашенные. Вот это часть подпала. Обратите внимание, она почти белая. Вот это характерно для лайки. Они не должны быть ярко-рыжие такие, как пятаки вот эти. Вот это у него все очень неплохо. Также кобель рослый, костистый, физически развитый, стрессоустойчивый, могу сказать. Вот он свободно себя тут чувствует. Что касается движения, рассмотреть его не удалось. По голове скажу, достаточно породная голова, вот, с хорошей формой ушами, с темными глазами, нету никаких признаков сырости, с чем мы поздравляем хозяина. Психика очень хорошая, да. Спокойный вообще. Красавчик. Давайте следующий. Следующий кобель. Вот серый кобель. Посмотрите, псовина как развита у него тоже. Вот это лайка псовина. Трехъярусный мех, у него есть муфта, у него есть седлой, это ремень, и остевой, и ровный волос, и подшерсток. При этом, смотрите, он корректного окраса, хорошо растянут, на правильных ногах, с хорошим костяком, гармоничная голова, темные глаза, очень яркий представитель породы. Поэтому не обязательно надо разводить белых, можно разводить и таких якутских лайк. Это вполне себе хорошая собака. Спасибо. Следующая собака. Вот любимая вами. Светлая собака, да? Также смотрим, вот телесного цвета бочка носа не достает пигмента. Вот. В целом одета хорошо, с неплохой головой, чуть длинноухонькая. При этом хороший костяк, физически развита. Вот абсолютно незакормленная собака. Видите, то, что я говорил, пока чуть-чуть вдавлена. Буквально чуть-чуть вдавлена. Вот это вот самое то. Вот так они и должны выглядеть. Что хочу сказать, в статике, возможно,
в этом и нет, но у него чуть-чуть поставленный под корпус конечности. Потому что если перпендикуляр опускается от седалищного бугра, он должен ходить на передней стороне плюсной. У него получается где-то посередине скакательного сустава проходит. Спасибо. Давайте следующий. Сколько у нас собак осталось? Хорошо. В целом неплохой кобель, но все-таки считаю, он великоват. Я его не смотрел в движении, но посмотрите, какая лапа. У меня кулак меньше, чем у этой собаки. Ну, костяк такой, вот, ну, мощная собака. Да, может, это и неплохо. Теплопроизводительность, наверное, хорошая у него, потому что он и корпус объемный такой достаточно, и шерстный покров у него. И голова хорошая. Ну, я не вижу по лапам, в Драгане есть вот чуть-чуть, да, потому что освещение уже, извините, я уже вижу в темноте не очень хорошо. Вот, а в целом очень неплохой кобель, яркий представитель породы. Но вот я думаю, добавлять ему костяка, это уже будет избыточно. Это уже будет очень тяжелый кобель. Этот уже тяжеловат. Вот мне хотелось бы, конечно, его посмотреть в движении. Я думаю, вот той оперативности, про которую я говорил, что свойственно лайке, этот кобель уже вряд ли и обладает. Ну а так, в целом, да, производит очень эффектное впечатление. Спасибо. Вот черноподпалый кобель, посмотрите, вот то, что я говорил. Вот у него есть подпал, но он не ярко-рыжий. Видите, он все равно у него, пусть он не белесый, но он не яркий, он погашенный. Вот эта вот погашенность, вот про это я и говорю, она желтоватая такая, но не яркая, она не ржавая. Вот. А вот именно вот такой, вот это корректный цвет подпала. Что хочу сказать. Кобель, да, с хорошим костяком, физически развитый, хорошо растянут, хорошая псовина, голова очень породная. Обратите внимание, цвет глаз корректный, уши небольшие. Ну да, немножко флегматичный, а можно сказать, свет, ну рановато. Ну вот он сразу и хвостиком завел, как ему про это сказали. Ну а так в целом очень анатомически правильный, очень приятное впечатление производит. Поэтому достойный представитель, имеет смысл обратить на него внимание. Спасибо. Завтра покажем. Да, дайте посмотреть. Да. Ну, вот у этой собаки могу отметить, все-таки голова для кобеля легковата. Особенно она сильно контрастирует на фоне тех собак, которые были до этого, видите, да? Вот. Тем более, если мы говорим о взрослом кобеле. То есть вот здесь вот уже, если его сравнивать с другими собаками, он явно в этом проигрывает. Он и смотрится более по-мальчишески среди мужиков. Это вот поставьте 14-летнего парня и 40-летних мужиков, вы же его сразу отличите. Вот и этот, а возраст какой собаки? 5 лет. 5 лет, уже приличный он должен заматереть, больше он не наберет. Вот, поэтому, ну, да, и костяком он уступает, и легкостью головы, поэтому, а в целом, да, рост у него неплохой, хотелось бы, может, да нет, формат у него нормальный, и псовина у него хорошая, но в целом голова легковата. Что хочу сказать. Ну, небольшой крак. Все, разрешите откланяться, затянулся.